الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Именем Аллаха Субханаху ва Тааля, Его милостью продолжаем с вами изучение Его имен и качеств. И сегодня мы с вами стоим перед именем Аллаха Аль-Гани. Имя Аллаха Аль-Ганию, которое в Коране приходит в 18 аятах. Имя Аль-Гани мы можем перевести как «богатый», или же дословно «ни в ком не нуждающийся». В суре Аль-Ан'ам Всевышний Аллах говорит в 133 аяте: «Ва-раббука аль-ганию зур-рахма», и твой Господь богат, зур-рахма, обладающий милостью. «Я айюхан-насу антумуль фукарау иля Аллахи, валлаху хуаль ганию аль-хамид». О люди, вы бедны перед Аллахом. Вы нуждаетесь в Аллахе, и Аллах, Он богат и достохвальный. «Лилляхи ма фис самавати валь ард, инна Аллаха хуаль ганию аль-хамид». Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, и Аллах, Он богат и хвалимый. Это имя Аль-Гани в отношении Аллаха Субханаху ва Тааля означает, что Он ни в ком и ни в чем не нуждается. То есть Его богатство совершенное. И нет никого и ничего, обладающего таким же богатством, каким обладает Аллах Всевышний. Потому что каким бы человек в этом мире не был, каким бы он богатым не был, он все равно в чем-то нуждается. Если он не нуждается в деньгах, скажем, в имуществе, то он нуждается в другом. Он нуждается во сне, в справлении нужды. Он нуждается в пище, он нуждается есть, пить, спать, отдыхать. Это есть все нужда. А Аллах, и Он единственный Аллах Аль-Гани, который богат, который ни в чем и ни в ком не нуждается. И Аллах Субхану ва Тааля пречист от всяких недостатков и ни в ком не нуждается, но все творения нуждаются в Нем. И богатство Аллаха совершенно, и приведем некоторые примеры совершенства Его богатства. Аллах ни в ком не нуждается, ни в чем не нуждается, и богатство Его совершенно, что Ему не вредит ослушание грешников, и Ему не помогает или же не добавляет Ему ничего поклонения верующих и поклонения праведников. Как Аллах в суре Ан-Намль говорит: وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Тот, кто благодарит, шукр, яшкуру, то есть тот, кто проявляет шукр, тот, кто благодарит Аллаха Субхану ва Тааля за те блага, которые Он ему даровал. Что такое шукр? Благодарить Аллаха — это использование тех благ, которыми Он нас одарил, в благой цели, в том, для чего это предназначено. Аллах кому-то даровал богатство, Он использует это на правильном пути. Кому-то даровал физическую силу, здоровье, Он использует это во благо. Кому-то даровал знание, он использует это знание во благо. И каждое благо, каким Аллах одарил человека, если он использует это в нужном назначении, то он благодарит тем самым Всевышнего. А тот же, который наоборот блага эти использует не по назначению, в греховном, он является неблагодарным человеком. И Аллах говорит: тот, кто благодарит, кто проявляет шукр, он яшкуру ли нафси. Он благодарит, шукурита, для себя, говорит Аллах Та'аля. Что это означает? Ли нафсихи, для себя. То есть вот это благодарство его шукр, его слова альхамдулилля, восхваление Всевышнего, поклонение его, читаемый им намаз, пост, который он держит, его хадж, его садака, все это для него самому, говорит Аллах. То есть это все Аллаху никакую пользу не приносит. Это для него, для человека самого. И говорит: «Ваман кафара фа инна рабби ганиюн карим».
а тот же, кто проявляет неверие в отношении тех благ, которыми Аллах одарил, то воистину твой Господь, мой Господь, Он гани, Он богат, ни в ком не нуждается, и Он карим, Он щедрый. То есть, а тот же, который проявляет неверие, который отворачивается от Всевышнего Аллаха, то он опять-таки сам себе вредит. Он не вредит этим Аллаху. Аллах, Он богат, Он не нуждается в этом. Он не нуждается в нем. И Аллах, Он щедрый. И в другом аяте говорит Аллах Всевышний: «Ин такфуру антум ва ман фил арды джами'ан, фа инна Аллаха лаганиюн хамид». Если вы и все те, кто на земле проявит неверие в отношении Аллаха, то воистину Аллах, Он богат и достохвальный. Если вы и все, кто на земле, будут неверными, будут теми, кто ослушался Аллаха и отвернутся от Него, не поклоняясь Ему, не возвеличивая Его, не благодаря Его, то Аллах говорит: «Фаинна Аллах ганиюн хамид». Аллах богат и достохвальный. То есть Он богат, Он ни в ком, ни в чем не нуждается. Он достохвальный, Он тот, который заслуживает, чтобы Его хвалили, восхваляли, но при этом Он не нуждается в этой похвале. Аллах ни в чем этом и ни в ком Он не нуждается. И в хадисе Аль-Кудси, хадис Аль-Кудси, это слова Всевышнего Аллаха, которые передает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Он говорит: «Ваш Господь вам сказал: «Я ибади, лау анна ауалякум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум». Длинный хадис, дальше только переведем. «О мои рабы, говорит Аллах, если первые из вас, первое поколение ваше, и последнее ваше поколение, люди и джинны, были бы настолько богобоязненными, каким является самый богобоязненный из моих творений». То есть, если бы все люди и все джинны были подобны тому человеку, самому богобоязненному человеку, все были бы настолько богобоязненными, что говорит Аллах: «Мазада далика фи мульки шей'ан». Это бы не прибавило в моем богатстве ничего, говорит. Если бы все люди, все джинны, от первого до последнего, были богобоязненными, не просто богобоязненными, а как самый богобоязненный человек на земле, то это бы мне, говорит, ничего не прибавило в моем богатстве. И дальше говорит: а если бы каждый из вас был как самый испорченный, как самое грешное творение на этой земле, то это бы не убавило из моего богатства ничего, говорит Аллах Всевышний. И говорит: «Я ибади, иннакум лан таблигу наф'и фатанфауни, ва лан таблигу дурри фатадурруни». И, о мои рабы, говорит, нет ничего такого, чем бы вы мне смогли помочь или улучшить мое положение. И нет ничего такого, чем бы вы мне могли навредить или ухудшить мое положение, говорит Всевышний. То есть каждое поклонение — это человеку для себя. И также каждый грех, каждое ослушание человек тем самым вредит только себе. Аллаху он никак не может навредить. И из этого следует то, что каждое поклонение, которое мы совершаем, оно должно совершаться так. То есть оно и так совершается, мы для себя его совершаем. Ради Аллаха Всевышнего, но при этом награда-то нам самим это все будет. И поэтому нужно совершать так, как мы делаем остальные вещи тоже для себя. Например, мирские вещи в дунья, мы, если для себя что-то делаем, мы делаем это наилучшим образом. Мы не делаем для себя тяп-ляп или ради галочки. Когда мы делаем для себя, или же хотим, чтобы кто-то для нас что-то сделал, мы хотим, чтобы это было как? Наилучшим образом, в совершенстве, как можно. И также наше поклонение, мы его должны совершать также с таким же намерением, потому что это для нас самих. Намаз, читать его как следует, с хушу'у, со смиренностью, с суннами этого намаза, вовремя. То есть так, а не так просто для галочки. Именно так, как мы любим делать остальные вещи для себя. И Аллах Субханаху ва Та'аля, Его богатство совершенно, и Он не нуждается в милостыне тех, которые дают эту милостыню. Как Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Ваман ябхаль фа иннама ябхалу аля нафси, ан нафси». А тот, кто проявляет скупость, то он проявляет скупость в отношении самого себя, говорит Аллах. «Валлаху аль-гани ва антум аль-фукара». Аллах, Он богат, а вы же бедны.
То есть, когда человек не дает милостыню или не выплачивает обязательный закат, у него имущество достигло нисаба, определенного размера, после которого на нем становится обязательно выплачивать закат, обязательную милостыню, или не дает добровольную милостыню, то он проявляет скупость, в отношении самого себя. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается во всем этом. Человек, если пожадничает, то он тем самым никого не обделит, кроме как самого себя. Как приводится в хадисе, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зарезал животное, овцу или барана, и принес домой лишь лопаточную часть этого животного. А все остальное он раздал в милостыню, в садака. И тогда Аиша сказала: разве нам ничего не осталось, кроме вот этой части? То есть лопаточная часть, там и мяса-то нету особо, да? Мы знаем. Лопатка. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет, говорит, у нас, говорит, нам все осталось, кроме вот этой части. То есть вот эту часть, которую принесем, мы ее съедим, и на этом она закончится. А все, что раздал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, милостыня, она в судный день человек увидит эту награду. То есть все нам осталось, кроме вот этой лопатки. То есть и верующий человек таким образом должен мыслить. Милостыня, она остается. А то, что имущество, которое мы расходуем, оно исчезает. И Аллах Субханаху ва Тааля, Он богат, и Он ни в ком не нуждается. И нет у Него никаких недостатков. Именно поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в суре Юнус, в 68-м аяте говорит: «Калу аттахада Аллаху валада, субхана хуаль гани». И они сказали, что Аллах родил себе сына. Или что Аллах взял себе сына. Субхана, пречист Он от всяких недостатков. Хуаль гани, Он богат. Он богат, он не нуждается в том, чтобы у него было потомство, чтобы у него были сыновья или же дочери, как многобожники считали, что ангелы являются дочерьми Аллаха. Или то, что у Аллаха есть сын. Аллах говорит: «Хуаль гани», он богат, он ни в ком и ни в чем не нуждается, и не нужны ему потомство и дети. То есть, когда потомство, дети, внуки, это что? Признак недостатка. То, что человек нуждается в них, нуждается, чтобы они ему помогали, когда он состарится, оказывали им поддержку. Это и есть нужда. А Аллах Субхану ва Тааля ни в ком и ни в чем не нуждается. Аль-Гани. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Ему принадлежит все, что на небесах и что на земле, говорит Всевышний Аллах. И Аллах Субхану ва Тааля, его богатство совершенно и безгранично, что Он любит, когда у него просят. Если в этом мире, когда у человека просят, и чем даже богаче он становится тем жаднее. Так ведь, что мы это замечаем? Чем больше человек имеет, тем он жаднее в большинстве случаев. И каждый раз, когда у него просят, он не любит этого. Некоторые отгоняют от себя просящих. А Аллах Субхану ва Тааля что говорит? Он настолько богат, что он наоборот приказывает просить у него. وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. И сказал ваш Господь: просите у меня, и я вам дам. Я вам отвечу, сказал Аллах. То есть Он приказал у него просить. Его богатство безграничное, и Он приказывает, чтобы у него просили. И наоборот, тогда, когда у него не просят, Аллах гневается. Аллах гневается, когда у него не просят. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам заповедовал просить у Аллаха, будь то даже шнурки от сандалий. Даже если у тебя шнурки от обуви, обувь у тебя порвалась, то проси у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он тебе дал, Он облегчил тебе или починку этой обуви, или даровал тебе обувь, которая будет лучше этой обуви. То есть даже такие мелкие вещи пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: просите у Аллаха, ведь Аллах, Он любит, когда у Него просят. И сколько бы мы ни просили, и сколько бы нам Аллах не давал, Его богатство не уменьшится. Как в другом хадисе Аль-Кудси Аллах Субхану ва Тааля говорит: «О мои рабы, если бы первые из вас и последние, люди и джинны, были в одной местности, собрались в одной местности и попросили каждый у меня все, что он хочет, и дал бы я каждому то, что он просит, это не убавило бы моего богатства, так же, как иголка не убавляет воды в море, когда иглу
окунают в воду и вынимают обратно, так же, как вот эта иголка не убавляет воды в море, так же, если все люди, джинны, первые и последние, все вместе попросят у Аллаха, и Он каждому даст, это не убавит богатство Аллаха, субхану тааля. То есть эти все хадисы и аяты, это побуждающие нас, чтобы мы больше просили у Всевышнего Аллаха. Даже мелкие, маленькие вещи всегда надо просить у Аллаха. У Аллаха не убавится от этого. И не нужно бояться, нужно всегда просить, просить и просить. И Аллах, субхану тааля, нам ответит на наши мольбы. И познание этого имени, имя Аллаха Аль-Гани, это одно из имен, понимая смысл которого человек осознает самого себя. То есть, поняв и познав, что Аллах, Он богат, человек осознает, что он бедный. Также, познав, что Аллах, Он могущественный, человек осознает, что он слабый перед Аллахом, субхану тааля. Познав, что Аллах, Он знающий, всезнающий, человек осознает, что он ничего не знает. Он невежественен перед Аллахом, субханаху тааля. То есть вот эти качества человек должен изучать имена и качества Аллаха с этой стороны. То есть каждый раз, когда он познает какое-то качество, могущество Аллаха, с другой стороны он осознает то, кем он на самом деле является в этой жизни. Он перед Аллахом беден, он нуждается в нем. Он слаб перед Аллахом, он нуждается в его поддержке. Он не знает ничего, и он нуждается в том, чтобы Аллах даровал ему это знание. И каждое из этих качеств человек каждый раз, когда осознает свою никчемность, скажем, свою слабость, свою нужду в Аллахе, субханаху тааля, именно вот это осознание является путем для достижения счастья, как в этом мире, так и в следующем мире. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله